Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Сабантуй – это традиционный татарский национальный праздник, приуроченный к окончанию весенних полевых работ. В 2001 году первый федеральный фестиваль состоялся в Саратове, в 2023 году в Кемеровской области, в 2024 году в Республике Марий-Эл. В 2026 году Сабантуй пройдет в Омской области. И в 2025 году федеральный Сабантуй впервые пройдет в Якутии. Уже 13-14 июня один из главных праздников татарского народа запланирован на 3 площадках Якутска. На стадионе Туймада, в парке культуры и отдыха и на Комсомольской площади. Подготовку к торжеству, которое должно объединить культурные, ремесленные и спортивные площадки, сегодня обсудим с моим гостем, председателем общественной организации «Татарский культурный центр Туган-Як» Игорем Халиловым. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, понятно, что Сабантуй – это старинный праздник, наверное, трудно сказать, сколько ему лет, как и всем народным вот этим праздникам, связанным с полевыми работами, с обновлением природы и так далее. Да? Но вот как праздник получил федеральный масштаб, когда и как получилось так, что… Да, федеральный Сабантуй испокон веков отмечали наши земляки. И вот на стыке столетий приняли решение, что нужно отмечать федеральный Сабантуй. И сегодня уже в 2025 году это юбилейный 25-й федеральный Сабантуй. Но федеральный статус, он… Как вот его удалось добиться и как, ну, и что он означает? Да, то, что он федеральный Сабантуй, это заслуга руководства Республики Татарстана. Почему? Потому что это национальный праздник, это древний праздник, это праздник, который татарский народ ценит, уважает, и всегда это было с ним связано. И поэтому руководство Татарстана вышло на федеральные, так сказать, власти, они поддержали, и сейчас он принял статус федерального праздника. Ну, наверное, это связано с тем еще, что татары, они, в общем, рассеяны по всей России. Это, наверное, один из самых многочисленных народов, которые испокон веков, как говорит поскреби русского, да, найдешь татарина. Вот. И, наверное, в каждом регионе все-таки есть татарские общины. Татарский народ насчитывает вообще более 25 миллионов. А в Республике Татарстан проживает всего 4 миллиона нас. И, как говорят татары, Татарстан – это наш офис. А все остальное мы везде же, все наша земля. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, или можно отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Сохранение культурного наследия народов, которые живут в России, это такая большая задача, сложная задача. Вот как вы считаете, проведение вот этих национальных праздников в разных регионах страны, ну вот нынче в Якутии, помогает ли культурно развиваться населению, молодежи в частности? И вообще вот поднимается ли интерес к национальным культурам в целом? Знаете, по этому поводу, что я хочу сказать. Это очень правильное решение, что Сабантуи должны проводиться не только в регионе Татарстана, а культуре татарского народа, о обычаях должны знать все жители Российской Федерации, особенно молодежь. Почему? Потому что сейчас молодежь, как не только в Татарстане, как и у нас в Республике Саха-Якутия, стараются перебраться в город, забывают свои корни, забывают свои традиции. И вот когда такие мероприятия проходят где-либо, тем самым мы объединяем народы, где мы проводим такие мероприятия. И, во-вторых, мы объединяем именно татарский народ, что они не позабыты, чтобы они окунулись в те традиции, те обычаи татарского народа. Почему? Потому что сейчас такая, ну, скажем, идет тенденция, что начинают забывать свой национальный язык, начинают забывать обычаи. Очень много в Якутии, в Якутске я встречаю фамилии, имя татарское, по-татарски не говорят. И говорят, а меня не учили, для меня это, как говорится, мы здесь уже, как говорится, ассимилировались. И вот для этого, я считаю, что это правильно,
с Татарстана поддерживают во всех регионах татарский народ. И вот в частности то, что мы живем в Якутии, это показывает объединение двух народов. Мы взаимообогащаемся, мы видим, насколько мы близки друг к другу. Ну, кстати, можно ли какие-то параллели провести между Сабантуем и Игыхом нашим? Да. Вы понимаете, вот народ Татарстана и народ Якутии, мы же тюркские народы. У нас язык очень похожий, у нас похожи обычаи. И вот у татар это Сабантуй национальный праздник, у народа Саха и Саах. И в принципе они отмечаются, вот скажем, у нас после посевных здесь встреча солнца. Также проходят игры, также, скажем, у татар есть национальная борьба куреш. У нас здесь в Якутии есть борьба хапсагай. Маленечко отличаются, но суть одна и та же. Выявить самого сильного, самого смелого, самого ловкого. Понимаете? Это испокон веков было. Почему? Потому что мы дети земли. Это есть схожесть, это есть, как говорится... И вот я проживаю здесь уже более 30 лет, и я смотрю, насколько мы близки. Насколько мы близки. Народ Саха очень трудолюбивый, очень такой, с чувством собственного достоинства. В Татарстане все то же самое. Хоть и нас разделяет там 7 тысяч верст друг от друга, а вообще-то мы практически один народ. У нас только вероисповедания разные. Почему? Потому что в Татарстане ислам здесь, ну... Получается, в принципе, язычество, скорее всего, наверное, да, начальное, но а вообще-то православие сейчас. Вот. А так мы очень похожи, ментально все похоже, отношением к жизни похоже, как говорится. И вот это сейчас очень сильно показывает СВО на самом деле. Ну, то есть, прежде всего, Сабантуй, я так правильно понимаю, ориентирован все-таки на татар, которые живут за пределами Татарстана. Но также это и для якутян других национальностей это повод посмотреть на татарские традиции, да, прикоснуться к ним. Да, абсолютно верно. Основная задача вот таких мероприятий – это все-таки объединить татарский народ, живущий в регионах нашей большой страны, да, нашей России. Но тем самым показать свою культуру и традицию и тем народам, которые живут на этих территориях. Почему? Потому что многие, ну скажем, если мы это не будем демонстрировать, да, не совсем понимают, что мы, оказывается, очень дружелюбный народ, мы трудолюбивый народ. И мы хотим, как говорится, вот тем самым, проводя в регионах такие мероприятия, мы это демонстрируем. Мы это демонстрируем. И всегда, вот, например, с народом Саха, мы здесь проживаем уже более 300 лет, у нас здесь в Якутске есть даже кладбище татарское. Вот. Никогда никаких не было, ну, скажем, стычек на национальной почве. Мы единый народ, мы очень близкие. И проводя вот такие мероприятия, вот как раз и демонстрируем свою дружелюбность, свое отношение, как говорится. И люди, окунаясь в наши традиции, наши обычаи, это видят уже воочию. Но вы упомянули борьбу куреш. Кстати, жители нашей республики, не только в Якутске, они смогут это увидеть благодаря НВК Саха, и в том числе и борьбу куреш мы будем транслировать обязательно с Комсомольской площади. И также на этой площади будет обустроено татарское подворье. Что там будет, что там можно будет увидеть, кто там будет в качестве экскурсоводов, кто расскажет про культурную составляющую. Да, на федеральном Сабантуе принято показывать татарское подворье. Сейчас на Комсомольской площади его возводят, оно в деревянном стиле. Там будет 6 павильонов, в каждом павильоне будет представлены татарская культура, значит, будет кухня национальная, там будут проходить мастер-классы. Будут показывать там и вышивание будет, и как приготовить национальную кухню. Этим всем занимается ответственный с татарской стороны Нижнекамский район. Вот. Буквально 4 дня назад приезжал глава Нижнекамского района. Мы проходили по месту дислокации, то есть Комсомольская площадь, стадион Туймада.
городской парк, смотрели все эти локации. Вот. Сейчас готовятся еще в дороге некоторые фуры, которые привозят сюда именно артефакты, привозят свои эти предметы быта татарского народа. И все это будет демонстрироваться вот именно в татарской деревне. Даже там поставили такую небольшую мечеть. Но она функционировать не будет, и ее показывают, как мы, так как татарский народ приверженец к исламу. Ну, у нас же есть мечеть в Якутске. А как проходила подготовка к федеральному Сабантую? Вот, что было самым сложным в организации? Вы знаете, чтобы провести 25-й юбилейный федеральный Сабантуй в республике Саха-Якутия, да, послужило много таких, предшествовали такие события. В 21 году от республики Саха-Якутия мы проводили в Татарстане дни Саха-Якутии. И там, так как на следующий год было столетие уже Якутской ССР, тогда президент, сейчас раис Республики Татарстан, Миниханов Рустам Нургалевич, принял решение, что пройдут дни Татарстана в Якутии. И вот когда он приехал в Якутию и побывал на СЭХе, он, конечно, впечатлился от той духовностью, которая присутствует у народа Саха. Почему? Когда он пришел на СЭХ и увидел огромное количество национальных одежд, говорящих на своем якутском, на родном языке, которые не надо заставлять, они идут просто по зову сердца. Это сыграло огромную роль для того, чтобы 25-й федеральный Сабантуй состоялся именно здесь, в Якутии, для того, чтобы подчеркнуть, что мы очень близки. Ну и тем самым, вы знаете, я же говорю, что татарский народ, он уже не то, что теряет корни свои, да, а вот начинает забывать. И это очередной такой, как говорится, ход, и это показать, опять же, культуру, чтобы здесь прошел 25-й федеральный Сабантуй. Еще хочу сказать, это же был огромный конкурс, и чтобы пройти, заслужить и провести федеральный Сабантуй где-либо, участвовали все национальные республики и более 64 городов Российской Федерации. Поэтому мы присутствуем при историческом моменте. И я очень горд, что мы это заслужили, что мы это сумели. А трудностей? Ну какие трудности? Мы их преодолеем. Нету никаких трудностей. Трудности расстояния. 8000 километров, как говорится. В прошлом году проводили Сабантуй и Йошкар-Ола. 200 километров всего от Казани. Сейчас 8000 километров. Ничего страшного. Все пройдет, я считаю, что на должном уровне. Все для этого делается. Летят 3 чартера. Да. У нас сейчас ожидается более 1000 человек гостей. Основная масса это с Татарстана, это люди культуры, это артисты. Приедут председатели общественных национальных объединений со всех регионов Российской Федерации, чтобы принять участие в 25-м юбилейном федеральном Сабантуе. Татарстан, так как это федеральный Сабантуй, он использует свои финансы и федеральные средства здесь. И поэтому сразу скажу, что Батыру, абсолютному Батыру, будет подарена Лада Гранта. Поэтому давайте, наши Батыры, тоже приходите, поборитесь за этот приз. Национальной общественной организации нашей, Татарскому культурному центру от Татарстана будет подарены микроавтобус «Газель» новый для работы. Поэтому заложены очень большие финансы, но это того стоит. Ну и надо сказать, что это те же перелеты, это же все оплачивает именно гости сами. Да, это все делается не несет тут затрат. За средства Татарстана, да. Я еще хочу сказать со своей стороны, очень хочу поблагодарить оргкомитет федерального Сабантуя в лице со стороны Якутии. Это заместитель председателя правительства Местников Сергей Васильевич, который курирует. Со стороны Татарстана это заместитель премьер-министра
председатель Всемирного конгресса татар Шайх-Рази Василий Гатель-Гаязович. Он здесь был в этой студии примерно год назад, как раз рассказывал о планах провести федеральный Сабантуй. Да, да. Одни из первых, наверное, наши зрители об этом услышали. Да, и поэтому очень большую работу проводит Министерство внешних связей под руководством Гавриила Витальевича Кириллина, почему, так как они ответственные, Министерство культуры и все остальные профильные министерства, потому что мероприятие очень грандиозное, очень масштабное. Мы ожидаем более 50 тысяч человек на Комсомольской площади. Локации городской парк, на стадионе, поэтому мероприятие очень масштабное будет. Нет, ну это 1000 гостей. Теперь я немножко начинаю понимать, почему вот вы сказали, что за право провести у себя федеральный Сабантуй соревновались какие-то еще города, потому что это же, собственно, люди, которые приедут не только показать татарскую культуру, но которые увидят, собственно, и Якутск, и Якутию, все равно что-то отсюда извлекут, что-то здесь купят. Ну, это... Да. По сути, тоже и на туризм Якутии тоже это работает. Абсолютно верно. Очень многие приезжают раньше и мне говорят: Игорь Никифорович, покажи Якутию. Мы слышали Ленские столбы, мы хотим посмотреть вот реку Лена, мы хотим выехать на рыбалку, там посмотреть. Почему? Потому что сейчас, ну, в хорошем смысле слова, наша республика Якутия на слуху. На слуху, и все хотят посетить. И когда они говорят, не знаем, когда получится. Конечно, логистика сложная, очень сложная логистика, сюда добраться. Но прилетают и пытаются, как говорится, так сказать, вкусить все прелести нашего гостеприимства. Гостеприимства нашего народа Республики Саха-Якутия. Не, ну и поскольку Татарстан выкупил 3 чартера до Казань-Якутск, то у якутян есть возможность слетать на это время в Казань прямым рейсом. Да. Тут нам как раз директор авиакомпании Якутия про это рассказывал на днях. Да, появилась такая а возможность. как правильно подготовиться к празднованию? То есть, когда мы отмечаем ИСЭХ, мы всегда говорим, что мы всех ждем в своих национальных костюмах. И можно надевать... Ну, то есть у нас же и общины приходят, да, и в своих национальных костюмах, и в русских национальных костюмах, и народов Севера, и другие национальные общины. Вот. А на Сабантуй нужно национальный костюм надевать или не обязательно? Смотрите, какая ситуация. Федеральный Сабантуй мы проводим в Республике Саха-Якутия. Если 50 человек, народа Саха, 50 тысяч человек придет народа Саха в национальных одеждах, татары там просто растворятся, нас там не видно будет. Поэтому... Приходите в обычной одежде, да? Это не обязательно для коренных жителей, да. А вот своим землякам с района, которые приезжают, да, это обязательное условие, чтобы они приехали в национальных татарских одеяниях, национальной татарской одежде. И если это Сабантуй проходит где-нибудь там, допустим, в Татарстане, это так же, как у Саха, это вот именно отдание дани нашим предкам, что они ходили в таких одеждах. Это же национально, это же красиво, это показывает колорит. И поэтому те татары, которые проживают в Республике Саха-Якутия, обязательное условие в национальных одеждах. А все остальные народы свободное посещение. Как считаете нужным, всегда всем рады. В национальных, значит национальных. Если, как говорится, в свободной одежде, всегда рады, как говорится. Так, а татарам, значит, без национального костюма не приходить, понятно. А как вообще вот организаторы следят за тем, чтобы вот эти традиции и обряды были показаны правильно, чтобы они сохранились? Да, ну... Так как это федеральный Сабантуй и уже 25-й, это отработано там, в Татарстане, поэтому приезжают вот этими чартерами же летят тоже артисты специальные, которые будут проводить и мастер-классы, показывать культуру, традиции. Они все это дело будут сами показывать, они будут демонстрировать, они знают, как это правильно, по ритуалу все это, как говорится. Как приготовить, например, ту же национальную кухню, да. Все там уже отработано, все-таки это не первый федеральный Сабантуй. Ну, федеральный Сабантуй – это очень такое знаковое. Ну, чтобы вам было понятно, да, вот ежегодно Татарстан проводит порядка 390
сабантуев по всему миру. Но самый значимый – это федеральный сабантуй. Самый большой, да, ежегодно самый значимый федеральный сабантуй. Поэтому я это говорю с гордостью. Почему? Потому что мы это заслужили. Мы это заслужили, это не просто так. Вот вы уже второй раз упоминаете татарскую кухню. Вот я себе сразу представляю чак-чак, эчпачмак, вот эти вот. Скажите, что еще там можно будет попробовать во время сабантуя? Да, специально из Татарстана едет, отправляют фуру, там будет и шурпа, и лапша будет, очень много, есть национальные, как говорится, там это вот кызылык называется у нас, это вяленая колбаса конская. Это вяленый гусь. Это будут приготовлять. И причем будет, вот приезжает у нас специальное предприятие, которое будет бесплатно раздавать пищу. Еще бесплатно кормить будут? Да, точно 50 тысяч придет. Да, бесплатно будут кормить, абсолютно верно. Ну, всех 50 тысяч, конечно, не получится, но очень огромно. Мы со своей стороны, Татарский культурный центр Туганаяк, тоже готовимся, тоже будем угощать, готовим. Приезжают национальные общины с районов Республики Саха-Якутия, они тоже готовятся, будут показывать свои, ну, скажем, так как они там культуру татарского народа, естественно, будут угощать национальными блюдами. Поэтому всех приглашаю. Еще хочу заострить внимание, знаете, на что? Пожалуйста, приводите ребятишек. Для ребятишек просто-напросто будут сделаны площадки, где всего лишь навсего нужно поучаствовать. И за это будет вознаграждение. То есть дети в Татарстане очень любят сабантуй. Это на самом деле праздник. Это не только праздник для взрослых, это мы понимаем. Дети, мои дети бежали на сабантуй просто, как говорится, сломя голову. Почему? Потому что там на самом деле, вот он поучаствовал в каком-то состязании, да? Он порадовался как ребенок и еще получил за это приз. И призы тоже будут. Обязательно. Поэтому детей с собой стоит приводить. Любых возрастных. Мы сейчас там показываем, вот, например, да, что такое сабантуй. То есть будут взрослые батыры бороться, ну и показательно для ребятишек. Пусть там, даже пусть им там 5-6 лет будут, мы их тоже кушаки оденем, они поборются. Вот он вышел, ему за это будет, как говорится, куштаняч, да, у нас так говорится, подарок. Куштаняч? Да. Там будут детские игры, которые там... Татарские игры есть такой бой в мешках. Ну, это потешно, скажем так, по-русски. Это очень интересно, когда там подушками бьются и женщины, и девушки, и мужчины, ну, между собой, как говорится. Вот победил, на тебе подарок. Там будут там, ложку берут и яйца. Кто вперед пробежал, все, как говорится. Бег в мешках – это такие национальные. Есть... Такой национальный, как говорится, национальная игра, как чульмяк ваталган. Это завязывают глаза, ставят кувшин, и ты должен закрытыми глазами палкой разбить кувшин, как говорится, с первого раза. Тебя раскручивают на 180 градусов. То есть, да, будут столб установленный, вертикальный, горизонтальный, как говорится, по нему будут, вот кто заберется, тому тоже приз. Но еще же будут представлены наши якутские игры. Там будет масс-рестлинг. И, допустим, победителю масс-рестлинга тоже очень существенный, очень серьезный. Оставим это интригой. Тоже, как говорится, будет подарок от татарской стороны. Да, там будет большой, хороший подарок, я тоже слышала об этом. А какие-то особенности есть у сабантуя именно в Якутии? Или, ну, чем он, как-то он будет отличаться от того сабантуя, что в прошлом году проходил в Мариэл? Нет, в целом отличие, он есть федеральный сабантуй, он и есть да, но всегда в федеральном сабантуе учитывается местность. Люди, которые вот в прошлом году мы в Чувашии проводили, Мариэл, да, у них своя ментальность, да, учитывая их национальные особенности, он был такой. В Саха-Якутии он будет именно, чтобы народ понимал, вот именно здесь мы, даже концертная программа выстроена 50 на 50. Татарская сторона, якутская сторона. И вот каждый показывает свою традицию, эпос оттуда. Поэтому, когда федеральный сабантуй проводят
А если в русскоязычном регионе, ну, в абсолютно русском? Не вопрос. Если это, скажем, Тула, значит, там больше будет упор делать на тульский самовар, скажем так. Учитывают ментальность, где люди проживают. Ну, то есть это взаимопроникновение обязательно, конечно, культура народов. Да, чтобы люди понимали. А вот в прошлом году на федеральном Сабантуе был установлен мировой кулинарный рекорд. Самая большая в мире порция 2024 штуки татарского печенья с ореховой начинкой бармак. А в этом году мы будем пробовать побить рекорд или что-то? Якутии же любят очень рекорды. Этот рекорд мы побивать не будем, но я оставлю... Какой-нибудь другой, может, придумаем? Да, интригу такую, готовиться, чтобы сделать опять, как говорится, мировой рекорд. Вот для этого приходите на Сабантуй и все увидите. А как вы считаете, почему вообще вот важно показывать на Сабантуе разные народные ремесла, кухни, языки? Это помогает их сохранять, развивать? Ну, конечно. Во-первых, помогает сохранять эти ремесла, да. Во-вторых, тем самым мы показываем, что мы ведь друг другу очень близки, да, и у нас, ну вот в Якутии, например, да, коневодство. В Татарстане то же самое. То же самое. Просто татары приходят, говорят, как вот у нас здесь мы живем, как говорится, с первыми заморозки, ну, там, да. А в Татарстане ни в коем случае. То есть вот есть отличия, но и там мы любим коней, правильно, да? Точно и в Якутии, и в Татарстане очень развито кузнечное дело. Потому что эти ремесла шли испокон веков, это была необходимость. Это была необходимость. И люди, которые сейчас этим занимаются, они уже, ну скажем, их очень мало осталось. И вот якутский нож. Все мы после дней Татарстана в Якутии, все мои друзья, знакомые, близкие в Якутии, все хотят иметь якутский нож наш. Это бренд нашей Якутии. Все хотят. И я говорю, ну, особенно пожалуйста. теперь, наверное, после подвига Туты. Это да. Это да. Это люди, и я еще раз говорю, вот, знаете, очень горд, очень приятно, что я причастен к этому мероприятию, что я вот здесь живу, да, и, как говорят у нас, у ребят Саха задней нету. Понимаете? И вот это подтверждение, то, что наши герои здесь, да, уже, и то, что тут, как говорится, весь мир увидел. Весь мир увидел это, и там опять же присутствовал наш якутский нож. Да? Поэтому это трогательно очень, это очень такое запоминающееся, и я хотел бы, чтобы вот мы все этим прониклись. И не только мы гордились тем, вот здесь это народ Саха, да, но и с Татарстана люди приедут, они посмотрят, воочию увидят, что мы, оказывается, мы близкие, мы очень похожи, мы очень гостеприимны. Кстати, наша гостеприимность, это везде оценивается, вот, чувствуется. Почему? Потому что я скажу, что вот у нас во всех регионах есть отделения татарских общественных организаций. Они маленько по-другому. Мы народ гостеприимный, мы, наверное, потому что северный народ. Может быть, поэтому. Ну да. Есть вопрос от телезрителя. Можно ли будет принять участие в мастер-классе по приготовлению татарских блюд? В прошлом году были в отпуске в Казани, очень впечатлялись кухней. Но как ни стараемся готовить подобное дома, вкусно, но не то. Да, это предусматривает. Татарский культурный центр вот мы сами проводить не будем, но с татарской стороны, которая приедет, это в программе есть, это заложено. Пожалуйста, приходите. Это будет именно как раз на татарском подворье. На Комсомольской площади. На Комсомольской площади, да. Там будут показывать именно мастера с Татарстана. Там будут вот именно национальная кухня и демонстрация, и продажа национальной кухни, поэтому все можете попробовать, как говорится, можете даже руками, кому это удастся, потому что народу будет очень много, но тем не менее это есть, это будет. Ну, мы упомянули 3 площадки, а сейчас говорим в основном про Комсомольскую площадь. А что будет в парке и что будет на стадионе? Да, основные мероприятия открытия федерального Сабантуя пройдет 14 июня. Открытие начинается в 12 часов дня запланировано. Будет поднятие флага. Туда приглашаются как раз герои СВО, танк Алеша.
Понимаете как, да? Тоже символично. Татарин, русский, два саха на Аланхо. Там же татарин тоже был. Да, и там у нас это вот вообще знаково, понимаете? Вот. После этого... Это на Комсомольской площади? Это на Комсомольской площади. Там будет установлена сцена, и потом в течение дня будет проходить концерт. На стадионе Туймада будут проходить именно спортивные мероприятия. Будут проходить борьба курыш, и будет масс-рестлинг проходить. А вот уже... В этот же день? В этот же день. Все это будет сегодня в один день. А вот парк культуры и отдыха, это будет локация как раз для всех желающих. Для детишек, кто хочет принять участие. Вот захочет он, пожалуйста, на бревно слазить. Он слазит, получит там, как говорится, приз. То есть там вот эти все будут мероприятия параллельно вот идти, для ребятишек будет бесплатная раздача мороженого. Там, вот они пусть приходят, для них это сделан праздник, да? Вот. И поэтому вся локация, где будут игры проходить, это парк культуры и отдыха. Поэтому посмотрели открытие на Комсомольской площади. И взяли детей и пошли в парк. Да, абсолютно верно. И там получите, как говорится, массу удовольствия, чтобы ребятишки окунулись вот это именно в детство. Да. Ну вот про детей вы подробно рассказали, а что-то делается, чтобы больше молодежи привлекать к Сабантую? Как-то об этом задумывались отдельно, нет? Ну, со своей стороны, конечно. У нас же работает и Дом дружбы народов. Мы молодежную ассамблею привлекаем. Мы привлекаем студентов ССВО. Мы в средствах массовой информации. Кстати, будет сейчас... привлекаем вот эти все новые технологии, чтобы привлечь молодежь. Они же там в основном в соцсетях сидят, да? То есть, чтобы они поняли, что можно прийти и поучаствовать, и получить удовольствие, и окунуться в вот эту культуру и традиции татарского народа, и понять, что она близка народу Сахата. Там отличия, они несущественны. Все мы люди, все мы гомо-сапиенсы. Поэтому, ну, когда вот они окунутся... И еще я хотел что сказать, да? Для нас это вот значимо. Мы ведь открыли общественную организацию в Республике Татарстан, якутяне. И все студенты, которые уезжают и поступают в Татарстане, мы их взяли под опеку. Всех взяли под опеку. Мы всех их поименно знаем, они у нас все в Доме дружбы народов в Татарстане. И там организовывается, так сказать, сообщество якутян, студентов и взрослых, которые там живут. Которые в Казани. В Казани, которые поехали учиться в Казань. Нам там Раис Татарстана выделил 8 гектаров земли под этнодеревню якутскую. Понимаете? То есть какое объединение. И мы там даже уже установили СРГ на этой территории. Поэтому да, мы показывали сюжет, кстати, да, про это объединение. Просили вот, у некоторые звонят родители и говорят: Игорь Никипович, ну как там ребятишки? Буквально приезжают, старшие их под опеку, и все. Безопасно. Все они там, все друг друга знают. И причем в связи с этим очень такой, мы чувствуем, что большой поток стал поступления туда, в Казань. Но Казань же такой, он очень молодежный, очень университетский город. Там действительно и такие большие мероприятия, вот универсиады, там вот это вот все проходит, там Иннополис, вот этот вот тоже айтишная столица. Абсолютно верно. У моего друга дочка училась в Москве. И потом она перевелась в Казань. И мы сидим, я как-то спрашиваю, я говорю: тебе нравится в Казани? Она говорит: очень нравится. Я говорю: а почему? Они говорят: за 2 года учебы в Татарстане никто меня не спросил, какой национальности. Понимаете? Там ментальность такая, стоит мечеть, и тут же через дорогу стоит собор. Люди доброжелательные, и поэтому вот это мы хотим через федеральный Сабантуй, через вот такие локации, как говорится, показать да, всем и всему миру. В прошлом году от Якутии в Сабантуе принимал участие зампредседатель Илтумен Подголов Александр Егорович, он же председатель русской общины, да, нашей, он и принял символ Сабантуя. А в следующем году кому достанется звание регионального организатора Сабантуя, и будет ли он, приедет ли он за символом? Да, у нас в прошлом году 24-й,
в этом году у нас, а 26-й федеральный сабантуй пройдет в Омской области. И передачу символа федерального сабантуя, тулпар называется, да, будет принимать губернатор Омской области. Он приезжает сюда, конечно, для них это тоже очень значимо. От них приезжает, насколько вот на сегодняшний день, 23 человека делегация, потому что они понимают, тоже, они тоже также заслужили своим трудом, своим, как говорится, вот, провести 26-й федеральный сабантуй у себя на территории. Время у нас подошло к концу. У вас есть возможность пригласить якутян принять участие в сабантуе. Да, уважаемые жители и гости столицы, дорогие якутяне, я вас всех приглашаю на федеральный сабантуй, который пройдет 14 июня. Локация – это Комсомольская площадь, городской парк культуры и отдыха, стадион Туймада. Открытие начнется в 12 часов дня. Милости просим, приходите. Вход везде бесплатный, обещаются подарки. Абсолютно верно. Спасибо вам за беседу. Желаю успехов в проведении мероприятия. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.